Если навстречу попадаются грузовики, это хорошая примета для водителей. Значит, узкий снежный коридор на перевалах не заметен и не блокирован застрявшей машиной. Вот мы тем рейсом сколько? С 2 часов до 10 дня, до 10 вечера простояли. Практически день, да? Да. Дальнобойщик Иван Кузютин этим рейсом везет 30 тонн угля для мини-ТЭЦ поселка Депутатский. Все 10 часов пути в напряжении, крепко держа баранку старого КРАЗа. Иначе с колеи можно съехать. А если съехал? Ну все, начнешь буксовать, рвать машину. Вот. Традиционно самыми опасными участками заполярной дороги Усть-Куйга-Депутатский водители считали серпантины и прижимы. Но в этом году к ним добавились еще 30 километров двух перевалов в окрестностях реки Барса. Частые вьюги и снегопады буквально запечатали проезд. Высота сугробов местами достигает человеческого роста. К примеру, здесь, судя по этому знаку, толщина снежного покрова составляет не меньше 1,5 метров. Расчистить дорогу до нормального состояния не получается уже несколько месяцев. Как только трактористы расширяют коридор в одном месте, в другом его тут же задувает. Водители недовольны. По их мнению, техники явно не хватает. Показывала природа, что что-то не то. Она с осени, с сентября, октября снег валил, столько его накидало. Уже ясно было, что дорогу будут задувать. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в конце января. Сильнейшая пурга, которая длилась всего одну ночь, почти на 2 недели, отрезала от большой земли районный центр поселок Депутатский и село Сайлык. Прекратился подвоз угля и топлива для котельных и электростанций. В районе была объявлена чрезвычайная ситуация. Тех сил и средств, которых в прошлые года хватало для дорожников, на сегодняшний день для такого объема снега оказалось недостаточно. Мобилизовать всю тяжелую технику в Устьянском районе не получилось. Ее не оказалось. На помощь призвали дорожников из соседнего Батагая. Общими силами пробили снежный коридор. Власти района отменили режим ЧС и сменили содержание официальных донесений. Дорожная техника находится на этом участке постоянно и в необходимом количестве, решая задачу по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств. В случае поступления сигналов об имеющихся проблемных участках оперативно принимают меры по устранению недостатков. Ну вот вам эпизод хороший, такой прямолинейный, к вышеперечисленному. Техника на дороге работает, прям я говорю. Боимся столкнуться с ними. Этот фургон уже 2-й месяц заменяет родной дом для батагайских дорожников. В нем они кочуют по самым снежным участкам трассы. Жить можно. Раз живем уже месяц, значит жить можно. Спите по очереди, наверное, да? Ну да, они же работают. Смена работает, смена отдыхает. 2 бульдозера все время в работе. Как только заканчивается одна 10-часовая смена, на дежурство заступает другая. И так круглыми сутками. Кажется, работе нет конца. Снег очень плотный. Тяжело даже берут трактора. Колесные не берут трактора, вот гусеничные с трудом. Много снега очень. Вот только задуло в одном месте, приехали в другое. Там почистили, в другом месте задувает. Дорогу от пристани на Яне к богатейшим залежам олова начали строить еще в середине 50-х годов. Причем, в отличие от других в Заполярье, сделали круглогодичной. По ней завезли все, что сейчас есть в Депутатском. Не потеряла трасса значения и сегодня. Вот только объемы грузов уменьшились в разы. Затраты на содержание стали неподъемными. К тому же настала необходимость капитального ремонта полотна. Ведь мы, в принципе, на перспективу остаемся здесь жить. Это раз. Второе. У нас все-таки есть планы большие по возрождению оловодобычи. А это опять же завоз, это же увеличится завоз и дизельного топлива, и всех расходных материалов, которые будут нужны для вот этого возрождения. Поэтому дорогу ни в коем случае нельзя бросать. Основная часть машин, которые сегодня идут по трассе, в адрес энергетиков. За короткий период водителям предстоит перевести полугодовые запасы угля и дистоплива. Нужно торопиться, пока не началось оттаивание полотна. Тогда дорога станет еще хуже. Безусловно, надо делать выводы. Надо создавать дополнительные ресурсы, а это деньги, дополнительные резервы. Мы должны успеть в прохождение, пока зимники у нас действуют, завести полный объем топлива. Дальнобойщик Василий Токарев отправляется в очередной рейс в Депутатский. На складе угля в Усть-Куйге загружается максимально, чтобы оправдать затраты за тяжелый путь. К тому же от количества привезенного топлива зависит благополучие родных и близких. Сейчас без выходных работаем. Ну, когда, если поломки нету, стараемся.
Своей работой водители смогли переломить ситуацию. Впервые за последнее время на депутатскую ТЭЦ каждые сутки угля стали привозить больше, чем она потребляет. Начался необходимый прирост запасов. Нужно спешить. Напарники передали, что перевал снова задувает. Был мороз, сейчас потепление, сейчас начинается это самое. Не знаю, как будем ехать. Надо быстрее ехать, кому-нибудь подпариться. А на этой машине куда поедешь? На ней никуда не поедешь, она такая не вездеходная. Вот и на этот раз пурга не заставила себя долго ждать. Ну вот приблизительно как-то так. Куда ехать, непонятно. Небывалые снегопады в арктических районах Якутии, затяжная осень и сильные ветра указали на слабые места сразу нескольких ключевых отраслей республики. В сложной ситуации оказались дорожники, энергетики и коммунальщики. Большие убытки несет сельское хозяйство. Очевидно, что все еще предстоит оценить и что-то изменить. Ведь сама природа дает понять, что в Заполярье нельзя по-старому. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков. Вести. Устьянский район, Якутия.